Ляжем на разложенном диване, обмотаем ноги пледом и возьмем старые газеты, те, что мы читали в среду. Сегодня чтение газет хочется начать с архивных подшивок. Вспомним, что говорили 10 лет назад, когда городом руководил глава администрации Каратаев, а ядерным центром академик Илькаев. Вот слова Радия Ивановича в газете «Саров» в декабре 2004 года про выборы. Главная задача – не формировать Думу по принципу «чем больше внеевцев, тем лучше». Ни в коем случае. Мы считаем, что должно быть справедливое распределение, чтобы все слои избирателей и городского общества были представлены. А работать в городе есть над чем. Это и укрепление правопорядка, и дисциплины на дорогах. И жилье в городе очень дорогое. Очень дорогая продовольственная корзина. И мне кажется, город стал менее чистым. И еще. Для ВНИЭФ проблема строительства жилья одна из самых острых. Мы создали некоммерческую организацию «Фонд «Доступное жилье». Думаю, он позволит строить более дешевое жилье, чем сейчас. То есть еще 10 лет назад все было дорого, и местная власть ничего не сделала? А вот старички-каратаевцы и депутаты, которые 20 лет в Думе, вспоминают саровскую ипотеку и жирный букет инвестиционной зоны. Но, видно, еще тогда всем не хватило места у кормушки. Так, ладно, это в прошлом. Но где же дешевые квартиры, которые ФДЖ должен был строить для молодых специалистов? Землю же получать для этого бесплатно. Вспомнил. Есть дом с красными балконами на 400 квартир. ВНИЭФ построил место спортивного комплекса. Только почему-то и там по рыночным ценам все продавали. Выходит, ФДЖ не оправдал доверия? И сегодня опять льется та же песня. Кандидаты в депутаты рассуждают о том, как снизить цены на жилье и что должна местная власть. При этом они честно врут. А другие, похоже, в принципе не понимают, о чем говорят. Вот в газете «Вести города» 4 кандидата поддерживают друг друга, говоря о жилье для российской семьи. Да, прием заявок налажен, а жилье предлагают купить в Богородском районе. На мой взгляд, это издевательство над людьми. Грустит некто Ульянов. Программа «Жилье для российской семьи» существует в Нижегородской области несколько лет. Поддерживают коллегу из Старостина. На территории Сарова такая программа не реализуется, а попытка городской администрации ввести в заблуждение горожан можно расценивать как выхолащивание целей и идей этого проекта. Считаю, что надо наводить порядок, решать проблему, действовать. А что же осталось за скобками этого скорбного пафоса? Правда осталась, только между строк. Правда первая. Программа Нижегородской области действует меньше года. Правда вторая. В чем суть? В нескольких точках Нижнего дали частным компаниям землю. Там построили 5 домов по 35-40 тысяч за квадрат. И их продают. В августе этого года начали принимать заявления у саровчан. Кстати, в «Курьере» есть цифры. За 8 рабочих дней с 17 по 26 августа сформировано 40 комплектов документов, в том числе 5 от сотрудников РФЯЦ ВНИЭФ. Лишь 3 заявителя, в том числе 1 из ВНИЭФ, готовы приобрести квартиру в новинках Богородского района. Остальные не сделали конкретный выбор. А знаете, почему так мало заявлений? Как мне шепнули из верного угла, ждут еще одну программу. Только для сотрудников предприятий ядерного щита. Поэтому программа для российской семьи уже не нужна. Но кандидаты в депутаты, наверное, про это еще не знают. Поэтому и призывают наводить порядок и действовать. Еще раз ценную программу вспоминают в дискуссии старичков-каратайцев. Читаем. 2 недели назад моя тетушка получила в Первомайске новую квартиру. Поддержал Александр Юршков. О, эти тоже поддерживают. Дом начали строить год назад по программе «Жилье для российской семьи». И уже сдали. Квартира под ключ, с базовым ремонтом, линолеум, стеклопакет, обои, заезжай и живи. Могу свозить любопытствующих. Если такое возможно в Первомайске, почему невозможно у нас? Надо же, какое совпадение. А у меня тетушка в Первомайске в жилищном отделе трудится. И она рассказала, что в Первомайске расселяют только аварийные дома. А на российскую семью поступило всего 2 заявления. Так выходит, честно врет Александр Юршков про свою тетушку. Как наш старый знакомый старичок Коченков врет про монополию застройщиков. Смотрим, кто строит в Сарове. Для военных – Союз профессиональных строителей. На Зерновой и Садовой – Агентство недвижимости ФСР. На берегу Сайтиса – Саров Инвест. В Невские дома – дело рук ФДЖ, Саров Гидромонтажа и конторы Стройинвест С. А кто строил социальное жилье? Саров Гидромонтаж. Последний аукцион выиграл Стройинвест С. И это монополия? Похоже, у Игоря Леонидовича что-то с головой произошло после перехода из администрации в историческую лабораторию. То претензии предъявляет, почему сразу построили зал акробатики, стадион Икар и стадион около 10-й школы. То вопросы задают, почему до сих пор 11-ю школу не начали строить. Сам же за эти вопросы отвечал, пока замом Димитров работал, и директором департамента образования. Чудной мужик, ей-богу.
Похожие дискуссии, которые он ведет, сплошная имитация с оборванными предложениями. Вот если этих ребят изберут, коллектив от них не отвяжется, регулярно будут спрашивать. Да, от таких отвязаться будет непросто. Один краше другого. Уголовники, бывшие муниципалы, дети и внуки великих и важных начальников. Говорят, даже члены бандитских группировок есть среди этой группы. Ну и люди Жигалова затерлись рядом с научными сотрудниками. Кстати, тут появился кандидат Фихляев, который опроверг, что он в чьей-то команде. Сам сказал, детей возит. Вычеркиваем его из группы Жигалова. А для новичков, которые хотят налаживать диалог, можно посоветовать. Прежде чем мечтать о власти, хорошо почитать устав города, чтобы не ляпать, что Дума – высший орган местного самоуправления. Нет у нас ни высшего, ни низшего. Есть Дума, администрация, есть глава города, есть глава администрации и контрольно-счетная палата. А кроме устава, хорошо бы еще газеты 10-15-летней давности почитать, чтобы понять, каким Саров был и каким стал. А то некоторые хотят вернуть первоначальное значение слова «самоуправление», так как это было буквально 10-15 лет назад. А что тогда было? 15 лет назад глава администрации избирался всенародно и был главой местного самоуправления, а председатель Думы рулил депутатами. 10 лет назад изменили устав, и главу города стали избирать из 34 депутатов, а главу администрации по конкурсу. Так какой вариант по душе неопытным кандидатам? Хотя это такие детали, которые только нам с вами понятны, а народ все равно. Только бояться народ стал. На выборы ходит как застреленный. Только и слышно про камеры, ну не про КПЗ, конечно, а камеры видеонаблюдения. Что их на потолках повесить в день голосования и будут записывать, кто какие галки поставил. Но вот это точно вранье, потому что вести города русским языком написали. ТИК настаивает на установке систем видеонаблюдения на участках, но администрация города инициативу не поддержала. Я вам больше скажу, от знающих людей услышал, что областное правительство и Центр избирком категорически против установки чего-либо, не предусмотренного законом на участках для голосования. Из-за этого даже министр Казачков в Саров приезжал на днях. Вот я и думаю, если все же где-то будут пытаться снимать день голосования на видео или заставлять фотографировать листки с отметками, куда жаловаться? В ТИК? ЦИК? Или сразу Генпрокуратуре и президенту? И завершение обзора еще одна цитата. Как и предсказывалось, такой грязной предвыборной борьбы в Сарове еще не было. Наш город взят в оборот не нашими политтехнологами, буквально завален грязными листовками. И это было 10 лет назад. А сегодня не наши политтехнологи добавили еще и ежедневное спаивание людей. Сколько же сил и денег потрачено в борьбе за красные думские кресла? Лучше бы зарплату добавили на заводе. Но это, увы, мечты. Удачи вам, уважаемые телезрители, и хороших навыков чтения между строк. Так вот и